Здравствуйте, в эфире программа «7 дней плюс», и я ее ведущая Эльзира Юзаева. Вот вы знаете, ведь говорят, что все люди индивидуальны. Каждый из нас имеет свои и слабые, и сильные стороны. Кто-то хорошо читает, кто-то хорошо пишет, кто-то хорошо плавает. И вот понять эту разность, наверное, все-таки это общечеловеческие ценности. Вот сейчас я вам назову одну цифру, она очень важна для вашего понимания. Сегодня в России свыше 11 миллионов человек – это люди с ограниченными возможностями. И, как я сказала уже ранее, нам каждому надо понять и принять, что все мы разные, и все мы важны и нужны. И сегодня гость нашей программы, и не только нашей программы, но и нашей республики, и нашего города, это руководитель образовательного центра для людей с инвалидностью «Языки без границ» Сергей Кречетов. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я вот только что сказала, что вы гость нашей республики и гость Казани. Ну, самый первый вопрос, как вам Казань? Я еще не видел. Еще не видели? Нет. Не дали, да? Пока нет, не успел. Пока не дали, не успели. И все же вы наверняка были наслышаны много, да? Да. Ну, это было в планах. Но планах все-таки неожиданно ехать сюда? случается, раз, и я тут. И да. уже здесь. Вот тогда поговорим о вашем центре. Ваш центр «Языки без границ». Вот я слышала, что он многопрофильный, многоплановый. В чем главная его миссия и в чем главная суть? То, что в нем работают люди с инвалидностью, на равных с людьми, у которых нет инвалидности очевидной. И то, что мы создаем такие интересные истории, которые позволяют людям по-новому себя ощутить и найти свое место в жизни. В частности? Ну, это в общих чертах. Так, в частности, какие проекты вы реализуете? Ну, я бы сказал так, у нас есть несколько проектов, которые мы реализовали, они уже как бы стали нашей историей. Да, это преподавание английского языка для людей с инвалидностью, вот, подготовкой к международным экзаменам. Мы очень приличного уровня достигли, наши выпускники сдавали по специальным условиям сдачи экзаменов до B2. Да, это очень высокий уровень, если там смотреть, допустим, по кембриджской шкале. Также у нас была достаточно длинная история, более 5 лет практически. Это подготовка глухих и слабослышащих гидов на русском жестовом языке. Мы выпустили 3 курса, и на сегодняшний день во всех ведущих музеях Питера водят экскурсии наши выпускники. Да, это дополнительное профессиональное образование было для них, такое прям серьезное. А потребность есть? Потребность существует? Ну, я думаю, что мы на сегодняшний день закрыли потребность города по гидам глухим. Как бы теперь они самостоятельно способны уже к чему-то идти вперед. Но вы занимаетесь и профориентацией детей, не так ли? Это наше новое направление. Здесь мы работаем уже, опираясь на фундамент, который мы создали. О чем я говорю? Ну, например, в 2022 году мы реализовали свою первую такую большую программу по детской профориентации, это правда. Это были глухие и слабослышащие дети из регионов, близлежащих к Петербургу. Логистика, дешевле ехать, и это был грант президентский, и через нас прошло порядка 60 детей. Но самая фишка, что называется, да, этого проекта, это в том, что работали с ними, занимались с ними глухие и слабослышащие выпускники наших программ. То есть не слышащие педагоги, да, им рассказывали, что такое экскурсии, как водить экскурсии. Нет. Единственным слышащим был я, который вначале появлялся, там 15-20 минут с ними пообщается, и все, и дальше только глухие. И это и показывало, что можно из первых рук было этим детям получить практически уникальную информацию о том, что действительно я могу быть не только специалистом, который работает на шумном производстве, на конвейере или только руками. Ну, какие-то рабочие специальности. Да, что он способен выполнять сложный интеллектуальный труд. И, собственно говоря, вот в этом я вижу миссию нашей работы, когда мы говорим о детской профориентации. То есть есть достаточно много достойных центров, где готовят и детей, и, в принципе, получают они профессии. И это нужно. И, опять же, не каждому человеку нужна сложная интеллектуальная деятельность, где он хочет раскрыться. Но мы как раз и даем возможность тем, кому это надо, раскрыться у нас. И вот вторая наша программа была связана уже с ребятами с нарушениями зрения. То есть мы работаем с совершенно замечательной школой имени Грота, школа интернатного типа, в Петербурге. И эта программа длинная, она началась в прошлом году, в начале прошлого года. Сейчас она продолжается. Если тогда у них были занятия, лекции, и к ним приезжали представители очень крупных компаний, которые рассказывали им, что такое вообще SMM-маркетинг, интернет-маркетинг, вот, то сейчас они, самые такие, наверное, мотивированные ребята, они попали к нам на временную занятость. Они даже получают небольшие деньги.
И следующий этап, наверное, это будет уже точечное трудоустройство. Но не обязательно у кого-то. Я как минимум точно хотел бы хотя бы одного точно к нам взять. Мгм. Они сейчас должны окончить школу, им стукнет по 18, и можно брать. А с работодателями у вас как-то есть связь уже налажена, нет? Но дальше у них планы идут, они пойдут учиться в институты. И я думаю, что, понимаете, мы не такие масштабные, чтобы прям говорить, что через нас выходит на рынок труда там десятки, сотни человек. Нет. Я даже в большей степени на это смотрю так, что прежде всего мы закрываем свои потребности. То есть люди, которые яркие, которые проявили себя во время учебы, например, да, выходят, то я, конечно, их к себе сначала возьму. А работодатели, ну, уже тогда как получится. Вот, Сергей, говорят, что самая главная проблема у нас – это именно коммуникация, так ведь? Ведь люди с ограниченными возможностями, они должны как-то общаться, так ведь? Больше проводить вместе время не дома, где-то в закрытом вакууме, так ведь? А ведь выходить в свет. Вот ваш центр именно, наверное, дает такую возможность. В будущем вы говорите, что будут и профессии, связанные с интеллектуальным трудом, не так ли? Так вот, я вам перечислил. Да, с вот эти две, компьютерами, например. да? Да, тут могут работать. Но тут, понимаете, вариантов несколько. Они могут работать как удаленно, так и в офис приезжать, так и самостоятельно. Ну, в удаленном варианте все равно это же общение, не так ли? Конечно, никуда не деться, да. Дистанционная работа, она же все равно так или иначе оформляется в трудовом законодательстве, да. И насколько важно вот создание таких центров и в регионах? Вы знаете, где-нибудь в регионах еще есть подобные учреждения или нет? Ну, я думаю, что, как я говорил, очень много достойных центров в стране. Каждый выбирает себе какое-то одно направление, и в чем он уникален. Вот. Я знаю, ну, некоторое количество коллег, с которыми я пересекаюсь в Петербурге, Москве. По регионам я меньше знаю, но думаю, что то, что делаем мы, наверное, все-таки мы такие пока единственные, вот, которые целиком сосредоточены на вот таком формате работы по профориентации детей. Да. Вот есть такая программа, например, «Доступная среда». Да? Государственная программа, да? Но насколько наша среда вообще доступна? Как вам кажется? Ну, понимаете, вопрос доступности, он такой сложный. Человечество шло к тому, чтобы, скажем, человек не носил оружие свободно на улицах столетиями, тысячелетиями. И он достиг какого-то определенного, да, уровня здесь. Когда мы говорим о доступной среде, человечество также идет к этому достаточно медленно. Медленно идет, да. Медленно. И это не касается исключительно России, это касается всех стран. Ну, в России, наверное, особенно. Вот, например, даже вот у нас в Казани, например, построили вот эти наземные переходы. У каждого наземного перехода есть лифт. Но эти лифты, они всегда закрыты, они никогда не работают, понимаете? А ведь они были построены по этой программе, и это в каждом, наверное, большом городе. Сложная техническая конструкция, которая требует определенных, наверное, правил безопасности. Я думаю, что... Поэтому, наверное, ну, да, не эксплуатируется. Ну зачем тогда надо было вообще все это затевать? Вы знаете, я думаю, что должна быть где-то всегда какая-то золотая середина. То есть я очень люблю, это не связано с тем, чем я занимаюсь, но мне очень нравится этот пример. Екатерина II когда-то в переписке с одним из своих корреспондентов, она говорила о своей невестке по первости, что вот она там танцует, там столько-то танцев в день, там ходит прям очень много далеко и там обливается холодной водой. Вот. И когда этого стало много, вот, то она в какой-то момент стала говорить о том, что ну, когда же мы дойдем до какой-то умеренности? Где-то должна быть золотая середина. И я думаю, что вот эта золотая середина, она и здесь должна присутствовать. Это очень сложный вопрос, он дискутируемый. Где это должно быть? Учреждение культуры или это учреждения, связанные с социальным обслуживанием? Транспорт или бытовые условия? Ответа, как, вот, понимаете, готового ответа у меня нету. Мне кажется, все очень индивидуально. Но мне кажется, самая простая форма решить проблему людей с инвалидностью, например, по перемещению по городу, это пустить маму с коляской. Вот она идет, допустим, в магазин, и если она с этой коляской сможет до него добраться, значит, ну, как минимум, человек на коляске дойдет. Слепой тоже дойдет. Ну, соответственно, вот мы
и решили проблему передвижения, например, на ногах. Да? А если у нее будут сливы, перепады высот, вот и есть, наверное, те самые вот элементы, она и есть которые... та самая доступная среда. Да. Скажите, а когда все-таки изменится понимание в нашем обществе? Постепенно. Постепенно, да? Постепенно. Ну, что для этого? Но Россия вообще в этом плане отличается. Ну, она всегда исторически отличалась тем, что если мы где-то в чем-то, допустим, по какой-то причине отставали, то мы очень быстро догоняем. То есть же такая пословица, да, там очень долго запрягают и быстро едут. Ну, она, в принципе, она у нас во всем так и проявляется. Я думаю, что эта способность жителей нашей страны очень быстро адаптироваться к изменениям и брать самое-самое-самое такое лучшее и адаптировать под себя. Потому что, ну, просто слепое копирование, оно не всегда работает. Да. Но вы за то, чтобы просто оказывать помощь или все-таки дать удочку? Я за удочку. Но и помощь никто не отменял. И есть люди, которым она действительно нужна. Я думаю, что, опять же, это все индивидуально, и, опять же, есть какая-то золотая середина. Удочка нужна, наверное, тем, кто может остаться один. Я смотрел когда-то замечательный какой-то, по-моему, корейский фильм. Там отец, который знает, что он очень тяжело болен, и у него есть ребенок, у которого есть ментальные отклонения. И вот оставшуюся свою жизнь он решает посвятить тому, чтобы подготовить его к самостоятельной жизни. Очень пронзительный, трогательный фильм. И мне он безумно понравился, когда я его посмотрел. И я думаю, что в этом, наверное, состоит задача не только близких, но и общества в целом. Помочь людям адаптироваться, если они не могут. А те, которые умеют, научить их работать. И вообще-то это каждому ребенку, наверное, нужно помочь адаптироваться в жизни. Я тоже думаю, что это ведь? не обязательно связано с людьми с инвалидностью. Вчера я общался с очень достойными людьми здесь, и это было практически мое первое знакомство с Казанью. И вот там прозвучала очень интересная фраза о том, что один мальчик с инвалидностью, его родитель не хотел отдавать на обучение, на реабилитацию. И сказал, что пока я буду жив, он не будет ни в чем нуждаться. И его спросили, а если вас не будет? Или когда вас не будет? Будет ли он способен жить самостоятельно? Вот. Прошло какое-то время, и этот человек сказал, что возьмите моего ребенка учиться. Я думаю, что вот в этом состоит и задача и общества, и родителей, наверное. Да. Вот мы, кстати, немного затронули тему понимания, да, взаимопонимания в обществе. Вот у нас сейчас в Татарстане, вообще в мусульманском мире, да, как раз вот Рамазан, да, месяц. А вот добрый. за Рамазаном мне как раз об этом и рассказали. За Рамазаном. Ну, за ифтаром. За ифтаром, за трапезой, да. То есть Рамазан, месяц добрых дел, и каждый мусульманин должен помогать не только в этот месяц, конечно, а вообще это в любой религии, так ведь? Да. Помоги ближнему. Конечно. Ну, это естественно, мне кажется. Но вы ведь занимаетесь и продюсированием особенных фильмов. Я бы не стал так прямо уж говорить, что я продюсирую особенные фильмы. Когда пандемия началась, мы закупили оборудование съемочное. И мы стали снимать видеогиды на русском жестовом. У нас очень много взаимодействия с глухим миром, миром глухих. И мы стали снимать экскурсии по музеям. И вот в этих экскурсиях опять снимались, собственно, те люди, которые учились у нас на гидов. То есть, ну, понимаете, то есть, начав с одной какой-то истории, ты можешь ее выводить на новый уровень. Раскручивать дальше и дальше, да? И потом у нас прошла информация, что вот 21 год Президентский фонд культурных инициатив запускает, значит, первый конкурс. Ну, мы подумали, давайте тоже что-нибудь снимем. Давайте снимем. Ну, начали думать, и я говорю, слушайте, год Александра Невского. Почему бы и нет? Давайте. Мы подготовились. Собралась совершенно потрясающая команда творческая, и умеющая снимать, и умеющая креативить. И, ну, поскольку я руководитель, то я и генеральный продюсер. Вот. Хотя по мне, так это, в принципе, одно и то же. Менеджер и продюсер — это человек, который должен отвечать за все процессы. И мы сняли этот фильм. И этот фильм у вас для всех, без ограничений, не так ли? Да. Вот это вот, наверное, то, что наше общество еще пока не готово принять. Оно не готово это воспринять даже в какой-то степени. Фильм снят на русском жестовом языке. То
То есть язык, на котором мы с вами не разговариваем между собой. Если мы это будем говорить окружающим, то чаще всего реакция будет: это про инвалидов, я этого не понимаю, я не буду это смотреть. Я все равно ничего не пойму. Но идея-то как раз была изначально в том, что мы не просто снимаем на русском жестовом языке, мы даем субтитрирование, и мы озвучиваем фильмы. Причем озвучивание мы решили дать голосами слабослышащих людей. Совсем другие голоса, вообще другие интонации. И я вам скажу, что вот у нас в планах, я очень хочу когда-нибудь это реализовать, это программу по закадровому озвучиванию и дубляжу для глухих, для слабослышащих людей. Это было бы очень круто сделать. То есть информация в этом фильме подается сразу из нескольких источников, Да, это человек... да? То есть мы с вами можем смотреть на жесты, они очень красивые, они образные, они классные. Эмоциональные, да? Да. А глухие не могут иначе. Мы читаем текст. Текст. Это идет в субтитрах. Да, и мы еще слышим голос. Ну и мы еще и звуки сохраняем. То есть на всех съемках больших фильмов у нас всегда есть... идет запись звука. И, например, когда ладошки хлопают, это же тоже красиво слышно. А еще музыка фоном идет. И у вас мечта есть снять такие же фильмы о культурных столицах нашей Родины? Это вы мне сейчас эту мечту подали. Потому что про культурные столицы я не говорил. Вы не говорили? Да, я говорил только с вами про Казань. Вот, да. Но я думаю, что если действительно мы такую историю сможем реализовать, то почему у нее не было продолжения? И поэтому я вам благодарен. Я запомню эту идею. Да. Ну, у нас на сегодняшний день 3 работы. У 2 есть прокатные, и Невский, его можно везде увидеть, посмотреть в бесплатном доступе, пожалуйста. Вот. А второй фильм наш «Запретный язык будущего» — это история про историю вообще русского жестового языка. И как жили глухие люди в Советском Союзе. Мы как раз его сделали короткометражку. Мы снимали в Туле, в школе-интернате для глухих детей. Это был совершенно новый опыт. Потрясающая актриса у нас была, тоже не профессиональная, но просто изумительная. Вот. И мы сняли в прошлом году фильм на стыке, как мне кажется, юмора, истории и профориентации подростков. Не обязательно глухих, но и глухих, прежде всего глухих. Мы сняли его тоже на русском жестовом языке. И вот в этом фильме мы снимали его в театре МХАТ имени Чехова в Москве. И вот над ним мы сейчас будем работать по получению прокатного удостоверения. И я думаю, что все смогут увидеть. Он очень классный, он очень добрый, он очень веселый. Получился. Мы ходим по этим лабиринтам театра. Это гигантский вообще комплекс. Это жутко интересно. Вот. И теперь у нас на очереди Казань. Я себя люблю. Казань. Да. Ага. Да, что это за проект? Что за идея? А мы будем подавать в конце апреля, к концу апреля, заявку на грант фонда поддержки регионального кинематографа. Это наша мечта. Собственно, «Запретный язык будущего» мы снимали у них, короткометражку. Вот. А здесь будет история... история будет, да. Но мы хотим снять это уже с незрячими людьми. То есть... как показать людям город, да? Красоту этого города, который через рассказ местных людей и через восприятие человека с нарушениями зрения. Вот. И мне кажется, что поскольку я в Казани первый раз, и все мои друзья уже 10 раз мне сказали, что Сергей — это безумно красивый город. Когда я разговаривал с Анной, это моя коллега-режиссер Анна Турчининова, то мы... Она тоже на своих фокус-группах попробовала это все и сказала, что, Сергей, мы должны это снимать. И, собственно говоря, часть моего приезда сюда — это обсудить возможности. Рассказ этих людей, он ведь должен быть настолько... Каждая деталь должна быть озвучена. Это уже задача творческой группы, которая должна сценаристов... То есть у человека незрячего должен же определиться сразу перед глазами образ, не так ли? Да. Как выглядит этот здесь должен город? быть рассказчик обязательно еще, тот, который будет рассказывать. И мы тоже видим здесь участие местных жителей. Да. Тут важна и история, и традиции, и сегодняшний, и быт, и все. Так ведь? Да, но это очень сложно, наверное. И сложно воплотить, мне кажется. Это жутко интересно, тем более, что мы хотим сделать полный метр. То есть это будет часовой, да? Даже более частный. Несколько больше, да. Но тем интереснее.
Я думаю, что будет что показать, тем более, что идей очень много. И я уверен, что местные коллеги, кинематографисты захотят с нами сотрудничать. Потому что идея, это, собственно, этого конкурса, вот того, что делает этот фонд, это именно копродукция. Ну, такое слово, которое не все любят. Копродукция имеется в виду взаимодействие, партнерство между различными организациями из разных регионов. Все понятно. Сергей, скажите, пожалуйста, а вы знали, что в нашем городе ведь есть очень такой важный большой центр, это мечеть Ярдем? Вы, наверное, наслышаны, да? Я слышал, но То я его называют даже раем для слепых. не был. Здесь есть все. То есть он многофункциональный, многопрофильный. Там люди проходят обучение. А, подождите, мечеть Ярде я был там вчера. Там вчера вы были, да? Да, я на слух не сразу понял. Да, просто по-другому я произношу в голове. Да, еще не адаптирую. Вот вчера, собственно говоря, на ифтаре я вот, собственно говоря, там эту историю услышал, которую я вам рассказывал. Вы же представляете, да, что там? Там и своя типография, да, там и курсы. Он вообще знаменит, туда приезжают люди от Калининграда до Камчатки. Вы представляете, насколько важны такие центры в каждом регионе? Меня очень вчера тепло приняли, и я очень благодарен. И вообще тому, что эта встреча была не полчаса, не час, а прямо вот до вечерней молитвы. Да, то есть и совместная трапеза была, и мы разговаривали и об отвлеченных каких-то вопросах, и о конкретных вопросах. Ну вот объединить все усилия, например, да, в каком-то, Да. в одном месте, это вот нужная вещь? Конечно, почему нет? Да. Но я думаю, что мы обязательно будем с ними еще общаться, потому что я не со всеми успел познакомиться. И мне, конечно, очень хочется, чтобы... Ну, во-первых, мне хочется поделиться своим опытом, в том числе, чем мы занимаемся. Чем вы занимаетесь, да? Да, потому что... И мне очень было любопытно узнать о том, что делают здесь. И я думаю, что вот это вот взаимодействие, это очень классно. Я слышала, что ваши проекты очень часто становятся призерами разных конкурсов. Вы получили очень много наград. А вот для вас лично, что доставляет удовольствие, что приносит радость? Ну, я бы не сказал, что мы пока очень прям много наград получили. Ну, есть. Да. Вот. Я думаю, что момент, когда ты можешь сказать, что мы это сделали. Ну, в принципе, наша работа, она состоит в том, чтобы делать то, чего не делал другой, допустим, кто-то до тебя. И если делать, то делать очень хорошо. Ну, вот мы к этому стремимся всегда. Да. И чтобы это хоть какую-то пользу приносило, не так ли? Чтобы было понятно. Ну, опять же, я вернусь к нашему первому фильму. Мне кажется, что он получился настолько теплым, душевным, что если я скажу, таким Александра Невского вы никогда не видели, это будет чистая правда. Да, и я думаю, что через это мы открываем для людей, которые видят нас в процессе съемок, например, работы над этим фильмом, совершенно новые стороны нашей собственной какой-то культуры, я бы сказал даже. Потому что мы везде встречали невероятную поддержку. И я думаю, что... Ну и дальше, когда мы какие-то проекты снимали, нас везде очень поддерживают. И я думаю, что это не только связано с тем, что мы работаем с людьми с инвалидностью, с глухими, например. Да, там, нет, я думаю, что здесь и, наверное, и сама атмосфера на площадке, когда... Ну, там царит Анна, там не я. Поэтому... Вот насчет атмосферы вы говорите. Да. Там, наверное, нет случайных людей, да? Нет. То есть нет людей, которые пришли туда ради заработка там или еще чего-то? Ну, наш Невский, он на самом деле это малобюджетный проект, тем более некоммерческий. И нам очень много помогали люди уже просто помогали, потому что по ФКИ там не такие большие суммы. Вот. И чтобы замотивировать всю съемочную группу, да, мы говорили о том, что едем в Монголию, едем в Италию. Посмотрим то, чего никто не видел. И я думаю, что когда мы там в фильме рассказываем, что вот мы первые, кто попали в архивы Ватикана, я думаю, что это да. И, конечно, нашему оператору, например, это было бы, действительно такое прям интересное, да. Ну и у нас еще очень много героев, которые также достойны хороших фильмов, так ведь? Сегодня буквально у меня была еще одна встреча. Я говорю, что я город-то не вижу, я вижу прекрасных людей, но я уже чувствую, что город прекрасен, потому что люди прекрасные. И мы заговорили, я думаю, что это такая тема
Ну, бесконечная, скажем, вот Улуг Мухаммед, это один из, можно сказать, последних крупных правителей Золотой Орды, и о котором практически мало кто знает. И я, на самом деле, даже удивлен, что как такового и ничего нет о нем особого, понимаете, не снято, не рассказано. А то, что писалось в советские времена, ну, это достаточно скромно обычно писалось. Там определенные глаголы, определенные прилагательные использовались, там вот какие-то, да, как характеристики его или действия его. А о чем-то вообще старались не говорить, ну, потому что Рюриковича. Да. Ой, Сергей, спасибо вам большое за такое замечательное, за такое теплое интервью. А я напоминаю вам, что сегодня гостем нашей программы стал руководитель Санкт-Петербургского образовательного центра «Языки без границ» Сергей Кречетов. Спасибо еще раз и спасибо, до свидания. что пригласили. До свидания. Да, до свидания. Спасибо.